Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия всероссийского соревнования по самбо «Победа», приуроченной к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хочу вас поздравить с открытием этого турнира, тем более он накануне Дня Победы, и название у него очень достойная победа. А в самбо это побеждать, это святое. Поэтому хочу вам всем пожелать побед, успехов в этом турнире. Сегодня проходит всероссийский турнир по самбо. Соревнование называется «Победа» в честь речников Великой Отечественной войны. И мы очень рады, что вот как раз к 9 мая проводятся такие соревнования. Приехали сегодня команды из ближайших регионов, и мы их благодарим за то, что они приехали сюда сегодня и участвуют в таких хороших мероприятиях. Конечно, спорт – это для наших детей, для здоровья образа жизни и, конечно же, пропаганда патриотизма. Это единственный международный вид спорта с официальным языком русский. Очень приятно находиться на всероссийском турнире ежегодном «Победа» по самбо памяти героев-речников. Хорошая организация, спасибо организаторам, достойные финалы в бескомпромиссной борьбе. Организация была на высочайшем уровне. В особенности хочется отметить хозяев проведения данного первенства, что они хорошо побеспокоились о размещении спортсменов, о их передвижении по городу. Ну, экскурсии были организованы. И одним словом, встретили нас очень хорошо. Вот, и сами соревнования проведены на высшем уровне. Я думаю, что этот турнир должен быть здесь постоянно.
детям очень понравился этот турнир. Я думаю, в дальнейшем должно быть еще больше народ к нам будет приехать. Это первый турнир всероссийский. Вот, поэтому интерес большая, потому что и эти возрасты, которые боролись, некоторые будут участвовать на международных играх «Дети Азии», которые у нас будут проходить в городе Владивостоке в август месяц. Поэтому турнир, я думаю, первый турнир прошел у нас удачно. Часть медалей ушла в Магадан, в Благовещенск, то есть не только осталось здесь, как говорится, на родине все. Сегодня очень понравились ребята с Усть-Кута, это Иркутская область, прям бились до конца, молодцы, прям очень понравились. С Алдана ребята местные, тоже очень такая хорошая, стабильная, скажем так, команда. Ну и девочки приморские тоже понравились, приехали, забрали 2 медали, то есть как бы все было очень здорово. Хочу сказать, что уровень судейства подрос, заметно подрос, что несказанно радует. Да, есть ошибки какие-то, но без ошибок могу сказать такую вещь, я всегда ее говорю, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому судьи меня порадовали в том плане, что таких глобальных каких-то ошибок их не было. Я думаю, что это первый старт для того, чтобы нам провести его в следующем году не просто всероссийский, а провести с отбором на Россию. Задача, которую мы закладываем в этот турнир, она исполняется. Задача такая, чтобы сохранить память Великой Победы, чтобы дети помнили, что наша победа – это наша победа, что ветераны, которые отдали жизнь за нас и за нашу страну, оставались в их памяти. Хотел, конечно, поблагодарить председателя правительства Тарасенко Андрея Владимировича, министра спорта Спиридонова Леонида Николаевича, по молодежной политике Надежду Вячеславовну и, конечно, особое внимание, конечно, депутата Алтумена, поблагодарить Валентина Игоревича Семеркова, который тоже уделил особое внимание, ну и, конечно, ЛГБУ, Ленинского бассейнового путевого управления Сахарова Андрея Ивановича. И всех, кто, конечно, принял активное участие, спонсоры, попечители нашей федерации, которые уделили особое внимание этому турниру, потому что все, что мы заложили, все действительно сегодня получилось. Поэтому большое спасибо еще раз всем. И я думаю, в дальнейшем турнир будет только процветать и приумножаться нашей географии.